Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня у нас четверг, 22 апреля. И по традиции в администрации района мы проводим еженедельный брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеархиевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, слово передаю Рамилю Назимовичу. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 34 592 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 97 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 188 человек. Из них в тяжелом состоянии 32. Подключенных к аппарату ИВЛ 6. На амбулаторном лечении находится 2281 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 204 пациента, всего за период пандемии 31 695 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Всего умерших составляет 428. 20 апреля глава республики внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Ознакомьте, пожалуйста, с этими новшествами. Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции должны соблюдать граждане, прибывшие в Башкортостан из иностранных государств любым видом транспорта, в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Требования не распространяются на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного сообщения. Спасибо за информацию. Теперь узнаем текущую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в районе. Пожалуйста, Гульназ Ришатовна. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 22 апреля 2021 года за весь период наблюдения выявлено 572 лабораторных случаев в нашем районе. Это плюс 8 новых случаев за неделю. Из них выздоровели 556 человек, это плюс 12 выздоровлений за неделю. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 8 пациентов. Стационарное лечение в инфекционных госпиталях получают 6 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция, вирус идентифицирован. И еще один пациент получает лечение, новая коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован. К сожалению, в нашем районе имеются 2 зарегистрированных случая смертности в инфекционных госпиталях республики. Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в районе? Сколько человек привито первым компонентом, сколько вторым? Мы на сегодняшний день также продолжаем получать один вид вакцины, это гамковидвак или спутник Ви. По вакцине Эпивак Корона в республику поставка имеется, но мы ждем пока разнарядки от Минздрава. На сегодняшний день к нам поступило в учреждение 2167 доз вакцин гамковидвак. В остатке на сегодня имеются 449 доз. Всего проведено 1718 вакцинаций, это плюс 378 вакцинаций за неделю. Из числа привитых первым компонентом охвачено 498 человек, вторым компонентом 1221 человек, или составляет 71% из всех привитых. Вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете после осмотра врача-терапевта. Во втором кабинете необходимо подходить обязательно с паспортом и с НИЛСом и в течение 30 минут находиться в нашем медицинском учреждении под наблюдением. Также напоминаю, что вакцинация продолжает проводиться в 2 этапа. После введения первого компонента, второй компонент вводится через 21 дней. Обязательно после прививки также необходимо наблюдаться в течение 30 минут, еще раз повторюсь, и соблюдать все меры социальной дистанции, гигиены рук и масочного режима, также непосредственно в нашем учреждении. Еще раз хочу напомнить по
по телефонной записи на вакцинацию, это через портал государственных услуг, через мобильное приложение к врачу или на республиканском сайте Доктор РБ, по единому номеру контакт-центра 122. В ситуационном антиковидном центре также записывают пациентов на вакцинацию. Это по номеру 347 218 19 19. И с той недели у нас также имеется возможность записаться на вакцинацию через регистратуру нашей ЦРБ по телефону 561 82. Кроме этого, работает у нас выездная работа по вакцинации на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня-завтра будут осуществлены выездные работы в Новомедведевский, Ябалаковский и Байстамакские сельские поселения. Какие будут рекомендации жителям, которые собираются прививаться и уже привились? В плане подготовки к вакцинации по новой коронавирусной инфекции она ничем не отличается от подготовки к другим инфекционным заболеваниям. Особой подготовки как таковой не требуется. Единственное, мы не рекомендуем принимать алкогольные напитки до вакцинации. Кроме этого, каждому пациенту перед прививкой необходимо также знать ряд противопоказаний. Это в каких случаях нельзя проводить вакцинацию. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таком случае прививку можно делать не раньше, чем через 2-4 недели после выздоровления или после наступления ремиссии. Кроме этого, беременность, грудное вскармливание и дети до 18 лет также не входят в категорию для вакцинации. После проведения вакцинации мы рекомендуем в течение 3 дней не мочить место инъекции, не посещать баню, бассейн, сауну, не принимать алкоголь, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе тренировок и инсоляции. При покраснении и отечности, болезненности вместе вакцинации мы рекомендуем принимать антигистаминные средства. При повышении температуры нестероидные противовоспалительные препараты. И при ухудшении состояния, если неэффективны предыдущие мероприятия, необходимо сообщить о данной ситуации вашему врачу-терапевту участковому. После вакцинации первые и вторые сутки могут развиваться и разрешаться в течение 3 дней некоторые побочные эффекты от вакцины. Это кратковременные общие синдромы, это непродолжительный гриппоподобный синдром. Он характеризуется ознобом, повышением температуры тела, артралгия, миалгия, то есть боли в суставах и мышцах, астения – это слабость, общие недомогания, головные боли. Кроме этого, также могут быть местные реакции, это болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность. И эти реакции у нас проходят обычно за день-два. Такой вопрос у нас поступил. Когда именно человек с коронавирусной инфекцией заразен и представляет наибольшую опасность для окружающих? В начале это инкубационный период или в середине, или же в момент выздоровления? Для начала я хотела бы разъяснить, что такое инкубационный период. Это период, когда вирус внедряется в организм. После внедрения осуществляется размножение вируса в организме, и после того, как вирус достигает своих соответствующих параметров в организме человека, тогда уже начинают появляться первые симптомы. То есть инкубационный период – это момент от внедрения вируса до появления первых симптомов заболевания, когда уже человек начинает ощущать себя, что он уже болеет. При коронавирусной инфекции инкубационный период составляет от 1 до 14 дней. На практике симптомы первые появляются уже на 5-7 сутки. А, например, при ОРВИ и гриппе это в течение первых дней уже после контакта начинаются первые симптомы проявляться. И очень много существует версий, на каком же этапе человек все-таки считается заразным. Пока мы останавливаемся на том мнении, что человек считается заразным последние 3 дня инкубационного периода, то есть это наиболее заразный период у человека, и когда уже начинают появляться симптомы заболевания, тогда уже тоже человек считается заразным.
Наиболее заразным считаются люди в момент, когда заканчивается инкубационный период и появляются первые симптомы таким образом. Продолжительность выделения вируса, она может быть различна и зависит от тяжести течения заболевания. На практике у нас пациент считается здоровым после одного отрицательного теста на 11-й день болезни. Мы у всех пациентов после положительного обнаруженного теста на 11-й день уже берем контрольный анализ ПЦР, и если он приходит отрицательным, человек уже считается выздоровевшим и не представляет опасности для окружающих. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые жители района, 24 апреля в районе пройдет республиканский субботник по посадке деревьев. Сколько деревьев планируется посадить в районе, на каких площадках и куда обращаться участникам акции, нам расскажет Рамиль Назимович. В районе, как и по всей республике, ежегодно проводится экологическая акция «Зеленая Башкирия». Илишевцы из года в год активно участвуют в акции по озеленению общественных и дворовых территорий. В эту субботу, 24 апреля, по всей республике проводится единая экологическая акция «Зеленая Башкирия», в рамках которой на территории района планируется посадка крупномерных деревьев. В этот день планируем посадку крупномеров выше 3 метров липа, рябина, в частности, на общественных территориях свыше 1080 штук деревьев, а на дворовых территориях свыше 110 штук. Количество других деревьев до 3 метров и кустарников насаждений на общественных территориях свыше 1800 штук, на дворовых территориях более 100 штук. Планируется создать 9 тематических аллей. Бабушкин сад, село Акузово, Блаженный сад, село Андреевка, Атайсал, село Этеево, Придорожное, село Новокуктово, аллея памяти в деревне Штыряково, Счастливое детство, село Арсаево, Спортивное, село Нижнечерекулево, Сынбые, село Ябалаково и Дус-Булаев, село Верхнееркеево. В данное благородное дело будут привлечены жители сел, школьники, предприниматели, работники и руководители предприятий, депутаты, работники администрации района и сельских поселений, волонтеры, примерно 2360 человек. Уважаемые жители района, приглашаем всех илишевцев присоединиться к акции и посадить свое дерево. Начало 9:00 часов. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты и лопаты. Посадочный материал можно будет получить на месте. Экологические акции пройдут и в сельских поселениях района. Все площадки опубликованы на официальном сайте администрации района. По вопросам участия в субботнике можете обращаться в администрацию сельских поселений. Спасибо за информацию, уважаемые илишевцы. На этом мы завершаем наш брифинг. Встретимся с вами на следующей неделе. Не болейте и будьте здоровы!